الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, сегодня мы рассказали про Рабиа бин Кааб. Рабиа сын Кааба, очень молодой сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, всегда находился рядом с пророком. Он предложил пророку, алейхи салату вассалам, чтобы пророк, алейхи салату вассалам, его принял как раб, да? Но не раб, чтобы постоянно дал ему разрешение находиться возле него, чтобы помогал по всем делам. Вот так он, говорит, я был молодой, говорит, он сам рассказывает про себя. В этом истории нам много чего можно понять, как сахаби очень боялись друг друга обижать чем-то, и как они любили пророка, алейхи салату вассалам. Итак, однажды я сказал, говорит, сам себе: горе тебе, о Рабиа, почему себя ты не прилагаешь пророку, алейхи салату вассалам, всегда находиться рядом. Итак, если он тебя примет, ты будешь самый счастливый человек, дунья ва ахират. Если он тоже тебя полюбит, раз рядом постоянно находится, полюбит же его пророк, алейхи салату вассалам. Итак, пошел, приложил пророк, алейхи салату вассалам, меня принял, говорит, чтобы дал разрешение. И с тех пор я всегда находился перед глазами его. Как он глаз поднимет, я перед ним находился, говорит. Куда бы ни шел, где бы он ни ходил, газават или где, всегда рядом. Как его рука, одна рука. Днем находился, ночью, когда ночь наступала, после ночной намаз, он заходил к себе домой. Я хотел домой идти и думаю, говорит, возле двери: о, Рабиа, ну сейчас тебе зачем куда-то идти? Вдруг у пророка, алейхи салату вассалам, какая нужда будет ночью, что-то захочет, придется тебя искать. И он оставался возле двери пророка, алейхи салату вассалам, ночевал там. Он говорит, рассказывает сейчас, он раньше же слышно было то, что в доме, то, что говорится. Я часто слышал, говорит, пророк, алейхи салату вассалам, свои ночи, говорит, читал, говорит, намазами, устаивал намазами. Иногда полночь, даже одна из третьих час ночи, он читал, говорит, в намазе алхам, повторяет алхам. Алхамдулиллахи раббил аламин, завершает алхам, потом обратно повторяет алхам, потом обратно повторяет алхам. Это смысл этого, что мы понимаем? Настолько любил он читать алхам. И иногда я вот так уснул, говорит. Иногда я слушал, говорит, что он говорит «Сами Аллаху лиман хамида». И слушал, он повторяет «Сами Аллаху лиман хамида», «Сами Аллаху лиман хамида». Полночь. Или же одна из третьих частей повторяет «Сами Аллаху лиман хамида». То есть он наслаждался этим словам. Смысл, что такое «Сами Аллаху лиман хамида»? То есть Аллах услышал того человека, который восхваляет его. Это же большой, для нас большой подарок, что Аллах тебе отвечает, что Он слышит тебя. У нас, если у кого-то связь будет с каким-то президентом прямой, если он его трубку поднимает, прямой у него связь, он будет радоваться. Ну как будет, когда Аллах его слышит? Вот так пророк, алейхи салату вассалам, наслаждался чтением Корана. Как некоторые люди наслаждаются музыками до утра, да? Одну музыку можешь слушать, песню. Есть же такие люди, одну песню до утра слушают, потому что они полюбили эту песню. А как бы, конечно, кто полюбил Аллаха, разве он устанет? Итак, и на этом, как он находился рядом с пророком, алейхи салату вассалам, нам ясно стало. Настолько он любил пророка, алейхи салату вассалам, своей кровью, вот на все клетки мои, говорит, полюбили, говорит, его. И ничего в жизни я не видел, кроме него, ничего не видел, говорит. И у пророка, алейхи салату вассалам, такой хасият был, говорит, привычка. Если кто-то ему хорошее делает, он взамен делает еще лучше. Просто так подарок взял или услугу кто-то сделал, не оставлял. Он хотел им взамен, или же какой-то хороший дуа делать, или что-то отдаст. Однажды он захотел меня наградить за свои услуги, и он повернулся ко мне и сказал, говорит, я Рабиа бин Кааб, о сын Кааба, я Рабиа. Я сказал, говорит, ляббайка, я Расулаллах, о, вот я перед тобой, о посланник Аллаха, да будет бесконечной радости для тебя, о посланник Аллаха. Тогда он сказал, говорит, сальни шайан, попроси меня что-нибудь, вот попроси что-нибудь. Получается, видишь, этот человек, Рабиа, никогда ничего даже не просил взамен.
сам пророк, алейхиссалату вассалам, предлагает: попроси что-нибудь, говорит, я тебе дам, говорит. Попроси, я тебе дам, говорит. Значит, это уже что-то большое. Фаравайту калилян. И я подумал, говорит, что сказать, что можно попросить у пророка. И я сказал, говорит, я Расул, дай мне чуть время, подумаю, что я попросить у тебя. И потом дам знать. Хорошо, говорит, ла ба'са алейкум, на твой выбор. Вакунту яума, и тот день, говорит, я был, говорит, молодой парень, говорит, факиран, бедный, нет жены, нет дома, нет имущества. Они ночевали, где суфа, ахлю суфа называется. Бедные сахаби мечети ночевали, то, что от садака идут, оттуда-сюда кушали, и постоянно в мечети находились. Я один из них был, говорит, и подумал, говорит, попросить у пророка что-то из дунья, да, мало, что-то можете, пророк, алейхиссалам, какой-то закат есть, вот закат отдайте ему, или да, садака, чтобы он мог жениться, что все получилось. Потом сказал, говорит, сам себе, говорит, горе тебе, эй, Рабия, разве можно попросить мал, жена из-за детей? Это же дунья остается. Лучше давай попроси то, что вечно остается. Риск, удел твой и так получишь ты. Аллах же всем написал удел. И так получишь. Без удела никто не умрет. Без своих дыханий, пока не будет дышать, он умрет. Он не умрет, то есть. И я подумал, говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху вассалам, он такой уровень перед Аллахом. И что его просьба просто так пустой не останется. И попрошу от ахрата что-то с ахрата. Итак, я к этому пришел, и пришел к пророку, алейхиссалату вассалам. И как он меня увидел, сказал, говорит, ну, он же ждет ответа. Мата кулу я Рабия, ну что ты скажешь, Рабия? Опять он сам начал говорить. Похульт, я сказал, я Расулаллах, я прошу у тебя, у посланника Аллаха, чтобы ты для меня дуа сделал, чтобы я в раю, чтобы был твоим, это как, юлдаш, как это называется? А? Попутчик, всегда рядом, как в этом дуняле. Факаля, саллаллаху алейхи вассалам, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, мана усаки взяли, кто тебя научил такому говорить? Пророк, самый лучший пророк, самый высший уровень даже, а с ним он Рабия должен находиться. Такой высший уровень попросил он. Он тогда сказал, я сказал, говорит, ля валлахи, никто меня к этому не учил, говорит. Я сам подумал, говорит, дунья что под дунья остается, ну все, лучше давай попрошу с ахрата. И я прошу, только это прошу, опять он повторяет. И пророк, алейхиссалату вассалам, долго замолчал и сказал, ава гайра залика яра, ну что-то другое, Рабия, нету, что там попросить. Факульту, я сказал, говорит, калля я Расулаллах, нет, Аллах, ни в коем случае. От этой просьбы, раз ты сказал, проси, отдам, я от этого не уйду от этой просьбы. От этой просьбы не уйду, говорит. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, изан а'инни аля нафсика би касрати суджуди. Тогда ты мне помоги, больше намаз делать, говорит. Намаз чем больше. Он же видел, как пророк, алейхиссалату вассалам, ночами молился. Делай то, что я делал, вот так, ибадат больше. И я после этого очень старался, говорит, совершать больше ибадат, чтобы находиться рядом с пророком, алейхиссалату вассалам. То есть, ему и нам всем следует, кто хочет быть рядом с пророком, алейхиссалату вассалам, больше стремиться в ибадатах. Вот такая история, как он любил пророка, алейхиссалату вассалам, молодой. Он, видите, он все мог оставить, дунья, женщин, мало, все оставил. Ну так он останется, что ли, холостой всю жизнь? Посмотрим дальше. Однажды время проходит, недолгое время от этого времени, опять пророк, алейхиссалату вассалам, позвал меня, говорит, и сказал, аля татазаваджу я Рабия, ну, не женишься ты, эй, Рабия, говорит, ну, пора же. Факульту, я сказал, говорит, ма ухиббу, ай яшгалани шайун, я не желаю, чтобы что-то меня отвлекало от тебя, говорит, я Расулаллах. Если жена будет, дети будет, семья будет, он же отойдет от пророка, алейхиссалату вассалам. Я этого не хочу, говорит. Ну, потом еще ты знаешь, говорит, я Расулаллах, что у меня нету жениться что-то, махар, и чтобы жить с ней. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, просто замолчал. У него такой хасия был. Когда ему не отвечает, он просто молчит. Молчание — это знак согласия, а здесь нет. Это значит не согласен. Время проходит, второй опять говорит, я аля татазаваджу я Рабия, эй, Рабия, разве ты не женишься? Аджабту, я ответил, как первый раз, ему опять ответил, говорит, вот не хочу от тебя отрекаться, я Расулаллах, и меня нет, что вот, жениться.
Потом я пожалел, говорит, когда ушел, что-то, сам собой остался, подумал, говорит, и очень сожалел, и сказал, говорит, вайхак, горе тебе, Рабия, как первый вначале он сказал сам себе, Валлахи инна набия саллаллаху алейхи вассалам, клянусь Аллахом, вей, Рабия, посланник Аллаха лучше знает для тебя, что лучше, для ахрата тоже. Ты же уже попросил, чтобы с ним рядом быть в раю. Если что-то тебя отвлекает от него, отделяет, он же не будет тебе прилагать такую вещь. Он лучше тебя знает, что тебе лучше в твой дин и дунья. И он лучше знает, что у тебя есть, что нет, что ты в мечети находишься. Он же это в курсе же он. Вот сам себе вот так упрекнул, говорит. И сам сказал, говорит, себе, Валлахи, если пророк, алейхиссалату вассалам, еще раз будет прилагать, я скажу, говорит, Валлахи, хорошо, женюсь, конечно, я Расулаллах. Кто отказывается от женитьбы? И не прошло недолго времени, и пророк, алейхиссалату вассалам, опять сказал, говорит, Аля татазаваджи я Рабия, эй, Рабия, разве не женишься ты? Факульту, я сказал, я Бала, я Расулаллах, женюсь, я Расулаллах. Ну, конечно, женюсь. Валякин, ман юзавижну, кто за меня отдаст дочку, говорит. Ты знаешь, здесь уже, видишь, он не говорит, у меня деньги нету. Он здесь говорит, кто отдаст мне дочку? Факаля, саллаллаху вассалам, пророк, алейхиссалату вассалам, ему сказал, иди тому человеку и скажи ему, что посланник Аллаха повелел вам, чтобы вы дали свою дочку за меня. Чтобы вы дали дочку за меня. И я пошел, говорит, снять, говорит, конечно, вот пойти, бей, ничего нету такому человеку. Ну, я пошел, говорит, раз повелел, и постучил, сказал, говорит, инна Расулаллахи, посланник Аллаха, отправил меня к вам, что вы выдали вашу дочь ко мне, говорит. Что вы дали вашу дочь мне, говорит. Они сказали, фулана, вот такой-такой, несколько, наверное, было. Факульту, да, именно ее. Фахалу мархабан би Расулиллах, ва мархабан би Расулиллах. Они очень обрадовались и сказали, добро пожаловать, посланник Аллаха. Добро пожаловать, посланник Аллаха. Когда его повеление пришло, они даже сказали, как будто пророк им пришел. Добро пожаловать, посланник и посланник Аллаха. Валлахи, клянусь Аллахом, ла ярджу Расулиллахи илля бихаджатихи. От нас не уйдет посланник Аллаха, пока своего не получит. Ваакаду ли алейхи, сразу же там махр тоже сделали. Фаатайту набия, я пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, вахульту, я сказал, говорит, я Расулаллах, о посланник Аллаха, лахаджиту мен инди хайри байтин. Ох, какие хорошие люди, говорит, семья, говорит. Сразу поверили, говорит, мне. Даже не спросили, не уточнили, сказал пророк, не сказал. Ну, видели, наверное, постоянно рядом с пророком. Варахабу би, и так хорошо приветствовали меня. Ваакаду ли алейхи, и сразу махр тоже поставили, говорит. Сразу махр тоже поставили. Фамин айна атим. Ну, сейчас им же махр надо по-любому отдать за калым. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, позвал Бурайда бин Хусайб, одного сподвижника, Бурайда. Он был такой господином, и ему сказал, я Бурайда, иджмаули Рабия, вазна наватин захабан. Вот как финики же бывает, это внутри, как это называется? А? Это косточка. Как косточка финики, вот такой за золото соберите, говорит, ему. Видишь, здесь пророк, алейхиссалату вассалам, не говорит этому, он же господин, он же мог, пророк, алейхиссалату вассалам, ему сказать, отдайте ему большой калым, чемоданы, он же знает, что он делает. Однако, когда у кого-то что-то просит, сами мелкие просят, даже пророк, алейхиссалату вассалам, делайте добро своему брату. И они собрались только вот, как кольцо золота, можно сказать. И он взял это, идет калым, не как в чемодане у нас. Этим идет к ним домой. И скажи, говорит, им, что вот это калым вашей дочки. И я пошел, говорит, им отдал это, говорит. И они это приняли, говорит. И очень были довольны и сказали, говорит, касирун таибун. Ох, как много ты много чего принес. И как красиво то, что принес. Не по-издевательски, по-нашему. Реально сказали, говорит, много то, что ты принес. И очень это красиво и хорошо сказали, говорит. Итак, и опять пророку, алейхиссалату вассалам, пришел удивленный и сказал, говорит, мара айту кауман кад. Ох, какие хорошие люди, щедрые люди. Это кому ты меня прислал. Алякад раду, то, что я отдал, очень их обрадовало, как бы не было мало. И сказали, говорит, это много сказали, говорит. Это много и хорошо сказали. Но однако, я Расулаллах, мне надо свадьбу сыграть, там барашку порезать. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, опять Бурайду говорит, давай соберите ему деньги, чтобы он барашку мог купить.
И они купили барашку, такой большой барашку купили, говорит, меня, купили большую барашку и сказали, говорит, и сказал мне пророк, алейхиссалату вассалам, теперь иди ко мне домой, дом Аиша, да, ради Аллаха. И там то, что есть, осталось, вот это ячмень, да, вот это, как зерно, типа. Иди, то, что дома есть, все забери и отнеси к ним, говорит, барашку и это зерно. И я пошел, говорит, к ним домой, Аиша, ради Аллаха, сказал, говорит, вот там, ну, типа, как это турба, это называется. Вот забери то, что там есть. Ну, там мало было, говорит, 7 килограмм, не знаю, 10 килограмм. Я взял это, и больше ничего нету, сказал, говорит, Аиша, у нас дома больше ничего нету, сказал. Видишь, пророк, алейхиссалату вассалам, все, что дома есть, не пожалел, отдал. И я это взял, барашку, с ним пошел к ним домой. Они сказали, говорит, хозяин, это отец дочки сказал, вот это мука, вот то, что есть, зерно, домой забери обратно. А барашку порежь, сказал, говорит, барашку порежь. И порезали, покушали, готовили. Они сказали, остальные от нас, у нас есть зерно, это все. И я пророка, алейхиссалату вассалам, позвал, и он пришел к этой свадьбе. Видим здесь, какие были асхаби пророка, алейхиссалату вассалам, простые. Не требуют это, и нету у них гордость. Итак, но однако все, свадьбу сыграл. Дальше продолжение. Жить он должен. Всегда находится рядом с пророком. На чем он должен жить? Пророк, алейхиссалату вассалам, дал ему участок маленький, где рядом с Абу Бакра участок был, Абу Бакр Сиддик, ради Аллаху анху. Там отдал ему участок. Вот здесь такой интересный момент, очень поучительный урок для нас и для всех. Один день, говорит, я поссорился, говорит. Было у нас разногласие Абу Бакра. Абу Бакр какой человек, самый сподвижник. Из-за финика, дерева финика, говорит. Я говорю, говорит, Абу Бакр, Абу Бакр, это финик, дерево финик на моей земле, границе. Абу Бакр, ради Аллаху анху, говорит, нет, не на твоем, а на моем земле дерево. Фаназату, я поссорился, говорит, Абу Бакр, Рабиа. Фасмаани калиматан, и он такой калима сказал, говорит, Абу Бакр, что мне не понравился, говорит. Абу Бакр, я его поругал, наверное, наглец, вот, типа такой. Фалямма бадарат, как это высказал это слово Абу Бакр, очень сожалел, говорит, печалился, говорит, и сказал, я Рабиа, Рабиа ты молодой, Абу Бакр взрослый, рудда алайям, скажи ты мне обратно, как я тебе такое сказал, скажи такое же мне обратно, чтобы кысас положить. У нас есть в исламе, уши отрезал, тебе тоже уши отрезал. Такое слово скажи на меня, чтобы я тоже вот потерпел. Факульту, я сказал, говорит, Рабиа, ля валлахи, нет, никогда не скажу я тебе такое обратно. Тогда Абу Бакр сказал, ради Аллаху, тогда я пожалуюсь пророку, алейхиссалату вассалам, и скажу, что ты отказываешься от кысаса. Но Абу Бакр чего боится? Он боится, если он здесь кысас не делает, там ахарате кысас будет за это слово. За одно слово. Про дерево уже забыли, все за него. Не того, вот здесь нельзя думать, что Абу Бакр, он же, мы настолько знаем, очень щедрый был. Что он пожалел, что ли, вот, жадничал, что ли, это дерево? Нет. Просто когда человек берет то, что не свое, он же себе берет наказание от Аллаха, азаб же потом возьмет. Поэтому он говорит, это не твое, это мое. Если надо, я сам тебе халал сделаю. Понимаете? Вот. Поэтому, наверное, был у них такой разговор. И он пошел, говорит, пророку, алейхиссалату, из-за одно слово, а то, что он хак не берет. Вообще по-другому. У нас, может, чтобы хак свой брат пошли бы, да? Он берет за это слово, за то, что он сказал, он не говорит ему. И он пошел к пророку, алейхиссалату вассалам, и я за ним пошел, говорит. И за мной, Рабиа, говорит, мои родственники идут, говорит, защищать меня. Они подумали, что Абу Бакр из-за этого дерева там сейчас идет пророку жаловаться, чтобы у него отобрать это. И они приходят за ним, говорит. И мои родственники сказали, говорит, смотри на это, Абу Бакр, такой же есть. Сам начал, сам поругал, еще пророк и сам идет первый жаловаться. Тогда я сказал, говорит, повернулся им своим родственникам, а ну-ка уходите отсюда, друг Абу Бакр, если он повернется и увидит вас, что вы идете, да, все там толпа целой защищать меня, он разгневается, Абу Бакр, не понравится ему это, что ты позвал еще других. А ну уходите, говорит, друг, если он разгневается, потом и пророк разгневается. Раз Абу Бакр, если разгневается, так они же близкие отношения были настолько. Если Абу Бакр и пророк разгневаются, тогда я уже упал, говорит, все. И Аллах на меня разгневается. И они ушли, говорит, обратно домой.
И пророк, алейхиссалату вассалам, Абу Бакр зашел к пророку, алейхиссалату вассалам, и рассказал, что то, что было. Пророк, алейхиссалату вассалам, поднял голову и сказал: «Хей, Рабиа, что между вами там непонятки? Маляка вали сиддик, что у тебя и сиддиком?» Даже Абу Бакр не говорит сиддик. Абу Бакр же правдивый человек, Аллах его назвал, он же не будет врать. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, по кличке говорит: «Хей, Рабиа, что между тобой и сиддиком?» Правдивым Абу Бакр, то есть Абу Бакра. Факульту, я сказал, говорит: «Я Расулаллах, о посланник Аллаха, арада минни, он хочет, чтобы я ему сказал какое-то слово, как он мне сказал». Про дерево уже не говорит, потому что они пришли не из-за дерева, они пришли из-за этого слова. Он говорит: «Не говорю». Я не сказал, говорит, ему. Он хочет, чтобы я сказал, настаивает, а я не говорю. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Нам, ла такуль лаху кама галь». Конечно, ты правильно сделал. Не говори никогда ему такое, говорит Абу Бакр. Раз он хоть сказал, ты не говори. Ну, ты, однако, говори: «Гафар Аллаху лака, я Аби Бакр». Так простит Аллах Абу Бакр, хоть это скажи, говорит. Если он так там сказал бы, не пришел бы пророку. Просто он свой кисас не берет и да простит Аллаха тоже не говорит. А сам тоже не просит у него прощения, Абу Бакр. Почему не просит? Это как наглость. Даже человек что-то ты сделал, ударил, потом прости говоришь. В первую очередь человек, что он должен сказать? Я ударил тебя, ты тоже ударь меня, даже. А у нас что пошло? Убивает человека, что хочет делать, потом прости говорит. Убей меня, как убил я ваших. Не говорят же. Вот у него Абу Бакр совесть не позволяет прости сказать. Он просто говорит: «Кисас возьми», говорит. Если он от себя скажет: «Я простил», да, альхамдулилля скажет. Он это тоже не говорит, поэтому сердце болит. Как он мог обидеть верующего человека? Там мы же знаем, насколько хадисов разрушить Кааба несколько раз, эти легче говорили они, чем обидеть верующего человека. Тогда Рабиа сказал: «Гафар Аллаху ли Аби Бакрин». Да простит Аллах Абу Бакра, сказал. Перед пророком, алейхиссалату вассалам. Вот здесь сказал. Тогда что он сделал, Абу Бакр? Тогда Абу Бакр: «Фамала ва айнаху тафидани минад дам'i». И он оттянулся, ушел, говорит, домой. И плачет, говорит, Абу Бакр. И плачет, говорит, и говорит: «Джазакаллаху анни хайран, я Рабиа». Да благодарит тебя Аллах бесконечными наградами. Хей, Рабиа, сын Кааба. Да благодарит тебя Аллах бесконечными наградами, я Рабиа, сын Кааба. Вот так плакал, говорит, ушел. Видим, да? Такой великий человек Абу Бакр. Не возгордился, не стеснялся. Не сказал, сказал, что делать. Обрадовался, и слезы пошли радости от того, что его простил за одно слово. Такими они, вот такими, у них вот таваду есть, как это, скромность, вот это богобоязность. Этим они дошли уровни большие. Чистой душой, чистым сердцем, вот обижать кого-то. А мы сейчас не только верующего человека, мы можем обижать своих родителей, жену, детей, самих близких человек. Что делать? На камне, когда травы растут, пускай тогда очнется, говорим иногда. Помириться, говорим. Вот это самая плохая вещь. Как мы знаем, насколько хадиса, да? Аллаху Та'ала сами такие дни прощает всех прощает, кроме нескольких категорий людей, и называет одни из них, которые поссорились. Видишь, ссориться с мусульманами — это самая большая беда. Дай Аллах нам такой радости и дружбы между мусульман и взаимопонимания. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب